Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для весов. Будем делать прогноз на колоде метафорической, цыганской и на Таро. Основные события смотрим на Таро. Итак, что ждет весов на этой неделе? Основная карта замечательная. Рыцарь чаш. Это любовь, это работа, и это деньги. Достанем сразу же из цыганской колоды дополнительные карты. На отношения 3 карты. На работу 3 карты. И на финансы 2 карты. Итак, основная карта. Рыцарь чаш. Карта говорит о том, что неделя какая-то очень прибыльная на чувства. Скорее всего, будет очень много событий, которые вас порадуют, либо одно большое какое-то событие. Карта говорит о том, что в основном мы будем думать о близких людях, о семье, о детях, о любви. Да? В общем, карта такая больше настроена именно на чувства. Но также может нас обрадовать, конечно же, и какое-то событие в плане деятельности, в плане финансов. Тем более, что в финансах у нас выпадает тоже десятка чаш. И вообще здесь у нас одни сплошные чаши практически, да, на этом раскладе. Замечательная неделя для весов. Кроме того, рыцарь чаш – это может быть какое-то предложение очень выгодное, либо предложение, которое поможет вам раскрыться с какой-то неожиданной для себя стороны, творчески, или раскрыть какие-то таланты, способности, о которых вы не знали. Очень хорошая возможность для того, чтобы что-то начать новое в жизни. Но также нужно опасаться и каких-то предложений, которые могут быть слишком привлекательные для того, чтобы быть правдой. Да? То есть здесь вот может быть и обман какой-то. В общем, здесь, конечно, все нужно проверять. Когда у нас действует чувство, тогда отключается разум. Да? И вот совет этой недели все-таки проверять все разумом, потому что слишком много чувств у нас в работе и в финансах. Это считается как бы минусом, да, то есть лучше, конечно, когда в работе у нас работает интеллект, когда мы опираемся на какие-то разумные доводы. А теперь посмотрим отношения. Для отношений выпадает императрица, замечательная карта, которая говорит о том, что вот будут какие-то очень важные события на этой неделе, либо приобретения какие-то, может быть, какие-то покупки в дом, покупки в семью, может быть, что-то красивое будете себе из одежды приобретать, могут быть какие-то подарки, причем очень даже дорогостоящие подарки, могут решаться какие-то материальные вопросы очень быстро, так, как вам хочется, так, как вам нужно. Замечательная карта, чтобы строить отношения. Это императрица, карта, которая говорит о том, что все исполняется по вашему слову, по вашему желанию. И если что-то вам не нравится, вы вполне можете выражать свое недовольство и будете услышаны точно так же. В дополнение выпадает десятка червовая для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что ситуация пока что сохраняется, вот такой, какая она была раньше. Но есть возможность здесь встречи с друзьями, с людьми, которых вы уже когда-то знали. Да? Может быть, это какие-то даже дальние родственники, да, вот, другого пола я имею в виду. Все равно какие-то встречи тут возможны, но они, скорее всего, уже когда-то состоялись, и сейчас как будто бы снова эти же люди приходят в вашу жизнь. И эта карта говорит о том, что вы, в принципе, проведете очень хорошую неделю, вам будет не грустно, не скучно, вас будут понимать, вас будут слышать, вам будет с кем поговорить, но для отношений каких-то романтических, серьезных, здесь пока что нет настроя, да, здесь еще пока что нет разрешения, скажем так.
Вот, то есть, но в принципе вот по главной карте вполне возможно, что скоро как раз и произойдет такая встреча, потому что императрица, она всегда притягивает к себе взгляды, внимание, да, то есть это карта, которая говорит о том, что потенциал есть, то есть только это не сейчас еще, но в ближайшем будущем возможно. Для тех, кто в паре, король пиковый в дополнение говорит о том, что могут решаться какие-то важные вопросы, связанные, может быть, с подписанием документов, договоров. Может быть, будет покупка недвижимости, земли, там, дачи, может быть, даже автомобиля. В общем, каких-то важных таких покупок, которые требуют оформления. Кроме того, здесь может быть многие вопросы какие-то связаны с государственными структурами, банками и властью. Да, здесь вот очень важно будет для весов этот момент, несмотря на то, что это отношения, все-таки здесь речь идет о каком-то материальном приобретении, подарках, которые вот оформляются, да, то есть здесь у вас вся неделя как раз зациклена на этом. Для тех, кто в ссоре, король трефовый в дополнение говорит о том, что пока что нет возможности для того, чтобы примириться. Но в ближайшее время, да, это возможно. Но сейчас какая-то ситуация воспринимается неадекватно, нет понимания, нет возможности даже понять друг друга, потому что еще чувства не улеглись. Да? Еще нет какого-то разумного, трезвого такого подхода к отношениям, к пониманию ситуации и так далее. Поэтому пока что на этой неделе не время, но в ближайшее время возможно. Для работы здесь выпадает паж чаш. Карта говорит о том, что с работой будет, скорее всего, все в порядке, то есть вы будете чувствовать поддержку людей, может быть, в коллективе, да, если вы в коллективе работаете, у вас будет много работы, связанной с помощью другим людям, ну и вам тоже при том, что вам нужна будет помощь, вы ее обретете. Эта карта вообще каких-то новых начинаний, да, если кто-то перешел на новую работу, либо планирует, замечательное время для того, чтобы подобрать то, что вам необходимо. Если вы только что получили какое-то образование, хорошая возможность есть для того, чтобы получить новую работу. И вообще замечательная карта для того, чтобы начинать новое. Если ваша работа связана с детьми, тоже хорошее время для этого. И для тех, кто в поиске работы, двойка червовая в дополнение говорит о том, что работу как раз вам помогут найти люди из близкого окружения, друзья, либо те, которые к вам настроены, по отношению к вам настроены очень добродушно. Для тех, у кого есть работа, девятка бубновая выпадает, карта говорит о том, что закрывается какое-то новое, закрывается какое-то старое дело, какой-то старый проект и начинается новое. Это может быть действительно переход на новую работу, то есть на этой неделе вы уже начинаете, либо вы подыскиваете возможности и у вас что-то уже появляется как вариант. Но в любом случае здесь, даже если вы остаетесь на той же самой работе, что-то здесь заканчивается, закрывается, да, то есть одна дверь закрывается, другая дверь тут же открывается, что вас очень радует. Какие-то новые возможности для вас открываются. Кроме того, кстати, по этой карте могут быть еще какие-то премии, выплаты. Для тех, у кого свое дело, дополнительная десятка бубновая выпадает. Она говорит о том, что, скорее всего, вы после получения какой-то новой информации начинаете уже ее использовать в своей деятельности. И это уже может приносить какие-то первые плоды на этой неделе. То есть тоже все новое. Скорее всего, возможность получить образование, возможность получить новую информацию и новые знания, которые вы тут же вот можете притворить в жизнь, да, притворить в свое дело. Для финансов выпадает десятка чаш, исполнение желаний у вас в этой сфере, дорогие весы, на этой неделе. Восьмерка пиковая в дополнение говорит о том, что те, кто работает, может получить зарплату, да, видимо, время пришло. Кроме того, эта карта говорит еще о том, что ваши деньги зависят от других людей, да, как вы работаете с клиентами, как вы относитесь, допустим,
к начальству, как вы работаете в коллективе, как к вам там относятся. То есть вот значение большое приобретает вопрос коммуникации. Да, от этого зависят ваши деньги напрямую, получение денег и того количества денег, которое вот вы получите. Для тех, у кого свое дело, десятка червовая в дополнение, говорит о том, что, скорее всего, либо партнер какой-то у вас появляется новый, либо вы получаете деньги в семью, то есть ваш партнер приносит деньги в семью, да, то есть либо, в общем, с помощью каких-то близких людей вы зарабатываете, получаете деньги, либо просто ваш партнер, ваша семья пополняется финансами, да, уже из другого источника, не вы этому источнику, но деньги в любом случае есть. Давайте посмотрим теперь, что скажут метафорические карты. Совет весам на неделю. Выпадает карта семьи. Совет такой, что нужно обязательно рассчитывать на то, чтобы строить прочные отношения с детьми, с родителями, укреплять семью. Это вам поможет, может быть, в трудные времена, да, пережить трудные времена. Это поможет вам зарабатывать, это поможет вам чувствовать себя комфортно. И эта карта говорит еще и о долгой жизни, да, то есть когда у нас хорошее взаимоотношение с родом, с семьей, с родителями, бабушками, дедушками и детьми, да, тогда у нас открывается как бы дополнительный источник здоровья, сил, да, то есть у нас как бы работает программа рода, которая помогает нам быть здоровыми, которая помогает нам получать все необходимое в жизни. То есть если есть какие-то неполадки в семье, нет договоренности или, может быть, нет мира, то вот на этой неделе желательно бы восстановить отношения, договориться обо всем, чтобы не блокировать для себя вот новые какие-то перспективы, новые, приход чего-то нового в вашу жизнь. Друзья, желаю вам замечательной недели, всего вам доброго, до новых встреч!